вот посмотрите, приехали СНБшники, устроили вот такой погром. Какой обыск, я не в курсе. Я законопослушный гражданин, я инвалид второй группы. У меня болезнь. Сейчас как мне вот это убирать все за ними, я не знаю. Но я очень крайне возмущена. Дочку задержали, она ни в чем не виновата. И никакие они там не террористы, ничего они не сделали. И почему вот так вот такое отношение к старому человеку, к пенсионеру? Все бросили, все раскидали, я должна теперь вот это все убирать, собирать. И я спросила, а может быть вы как-то за собой приберете, сами уберете потом. Ну вот такое хамское отношение, это вообще, я не знаю. Всю жизнь прожила здесь, родилась здесь, живу здесь 58 лет, здесь трудилась, и вот такое на старости лет я должна видеть вот это. Вот это просто унижение моего достоинства человеческого. Почему я должна вот это вот все теперь терпеть? 3 человека их было, протокол они не оставили, вот этот, или что там, постановление на основании чего, только взяли мою роспись везде и уехали. Я когда обратилась к журналистам, потому что, ну, какую-то защиту, да, искать, приехал журналист, они в грубой форме его вытолкали из двери, в дверь вытолкали его и пригрозили даже мне. Он хотел поговорить со мной за дверью в подъезде. Он мне пригрозил даже не выходить, ничего не говорить. Почему такое отношение? Тем более мальчики все молодые, которые мне годятся, знаете, в сыновья, а то и во внуки. Знаете, я патриот своей родины. Я здесь родилась, здесь выросла, я люблю свою страну. Но после такого отношения, знаете, то, что просто какое-то унижение, я всей душой болею за то, чтобы здесь был мир. Потому что у нас многонациональная страна. Я сама выросла в такой многонациональной семье. Отношение ко мне теперь, к больному человеку, и просто вот унижение я испытала, знаете, и у меня сейчас болит сердце, обострилась моя болезнь. И знаете, а как лечиться, так деньги никто не выдает на лечение. Они за это не отвечают.